Важная информация для вынужденных переселенцев. Оформить документы для получения жилищных сертификатов и иных видов госпомощи можно по месту жительства. Достаточно обратиться в многофункциональный центр. Эти учреждения обладают полномочиями по приему заявлений от населения. Соответствующее соглашение было ранее заключено между Министерством по национальной политике и МФЦ. Ирина Цичуева с подробностями. На сегодняшний день в региональном министерстве национальной политики, печати и информации Ингушетии состоят на учете 373 семьи вынужденных переселенцев из Чеченской республики и Республики Северная Осетия в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все эти семьи включены в сводный список государственной программы на 2020 год. А это значит, что эти граждане имеют полное право получить сертификат, так как не обеспечены жильем, не получали государственную помощь, компенсацию и земельные участки. С 20 января граждане, состоящие в сводном списке, теперь имеют возможность подать необходимые документы для получения государственного жилищного сертификата в многофункциональные центры по месту проживания. Данная мера принята для удобства жителей региона. В свою очередь, в целях организации работы по выдаче сертификатов Министерством организовано взаимодействие с Федеральной службой Росреестра с Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Ингушетия. Если еще недавно вынужденные переселенцы с пакетом документов для получения сертификата обращались в Минац Ингушетии, то теперь не нужно ехать в Назрань. Для этого достаточно обратиться в многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг по месту жительства. Упрощенная система стала доступна благодаря соглашению между министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона и директором МФЦ. У нас сегодня функционирует 10 многофункциональных центров по республике. И чтобы создать для заявителей максимальное удобство, избежать очереди. Потому что там в министерстве не столько много окон приема. У нас больше 100 окон на сегодняшний день. И есть люди, которым и добираться сложно, то есть отдаленные места. Они могут по месту нахождения нашего МФЦ обратиться и получить данную услугу. Первые услуги вынужденных переселенцев по приему и обработке данных филиалы МФЦ в сельских поселениях и городах республики уже начали оказывать. Для удобства жителей составлен план-график, который без очередей поможет качественно, а главное быстро решить свои вопросы. Ирина Цичуева, Адам Далаков, Новости 24.